Уважаемые коллеги, рада приветствовать вас за круглым столом в нашем университете. Представлюсь. Григорьева Людмила Очаровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры земельного кадастра и землепользования Бурятского государственного университета. В этом году проводится открытый отбор общественных представителей Агентства стратегических инициатив по нескольким направлениям, в том числе по направлению городское развитие. В рамках общественного открытого отбора мы проводим мероприятие, посвященное теме территориального развития города Улан-Удэ. Пригласили общественников, академическую сферу. Сегодня у нас представлена в том числе и аппарат главы Республики Бурятия, да, консультант аналитического центра Хардаев Николай Эрнестович. Буквально несколько слов, наверное, я расскажу о ОСИ, потом мы представимся и посмотрим, насколько мы можем в рамках повестки Агентства стратегических инициатив поработать, предложить определенный ряд сервисов и обсудим наиболее острые проблемы, которые стоят перед городским развитием. Агентство стратегических инициатив – это та структура, которая достаточно давно работает по направлению развития инновационных технологий, стартапов в нашем государстве. Сравнительно недавно началась довольно обширная работа по направлению активизации общественных направлений по регионам Российской Федерации, в том числе по 4 направлениям. Это предпринимательство, образование, кадры, городское развитие и социальные проекты. Я думаю, все это связано с тем, что существует очень большая потребность в обществе взаимодействовать с государственным аппаратом, с бизнес-структурами. И в этом направлении агентство увидело возможность привлечь общественных представителей, ярких общественников по субъектам в свою работу и осуществить такую интеграцию, в том числе на уровне высших учебных заведений, с академической сферы, общественности, и бизнес-структуры в том числе. В этом году с 1 по 5 декабря был проведен рабочий интенсив «Зимний остров» в городе Сочи, на котором участвовали порядка 2000 представителей сферы инновационных технологий, это предприниматели. Акселераторы – это те структуры, которые позволяют ускорить выход коммерческих продуктов инновационного направления на рынок. Очень большое число высших учебных заведений и общественные представители по самым разным направлениям. В июле 2019 года Бурятский государственный университет после прохождения рабочего интенсива в Летнем острове представители нашего университета подписал соглашение, и с 2019 года Бурятский государственный университет является партнером Агентства стратегических инициатив. Создано структурное подразделение, проектный офис, и начата очень такая активная работа по вовлечению нашего университета в повестку ОСИ. На Зимнем острове очень много говорилось о том, что будет буквально через полгода создана диджитал-платформа, национальный сетевой акселератор, в числе участников которых в том числе будут и университеты, и бизнес-структуры, и для нашего университета, для кафедры земельного кадастра и землепользования я увидела такую хорошую возможность реализовать те компетенции, которые у нас накоплены в направлении территориального планирования, землеустройства, геодезических работ, и синтезировать очень много проектов, которые требуют реализации, я думаю, касаемо проблем города Улан-Удэ, и наши компетенции университетского характера.
Вот. Ну, как бы в этом направлении я бы хотела дать слово заведующему кафедры земельного кадастра землепользования, кандидату биологических наук Хертуеву Валерию Никитичу, рассказать немножечко о том, какими возможностями обладает наша кафедра. Мне очень понравилось, что у нас какой создается проектный офис, и что университет будет в этом деле вовлечен. Когда мы говорим университет, имеется в виду вот нашем Европейском университете. Мне кажется, не ошибусь, если скажу, будущее, наверное, займется научение достаточно продвинутыми студентами. Когда я говорю ПГУ и участие в этой оси, то имеется в виду второй этап преподавательский состав. Вот симбиоз студентов и преподавателей, наверное, будет создаваться та, наверное, платформа или площадка, через которую мы будем двигать вот эти, допустим, какие-то инициативы, направленные на будущее. Естественно, в последнее время достаточно плотно тиражируется вот это агентство стратегических инициатив. Ну, всем понятно, буквально вчера в этом плане, может быть, посмотрел я своим студентам, коллегам, говорю, губернатор Оренбургской области ищет себе министра и 2 замов. Здесь все откликнулись, здесь специальная передача, в одной из передач касалось это. Наверное, это в какой-то степени тоже связано где-то найти инициативные группы. Где их находить? Может, только вот, наверное, через агентство стратегических инициатив, туда, где должны прийти молодые люди своими идеями, направлениями и так далее. Но буквально чуть кратко. Кафедра. Кафедра 2 года тому назад мы отметили с юбилей 15 лет. Она создавалась вначале как кафедра. У нас было 2 направления: земельный кадастр и городской кадастр. Время идет, даже вот эти изменились сейчас, называется землеустройство кадастр, геодезия и дистанционное зондирование. То есть мы занимаемся землеустройством, это мои коллеги молодые сидят, и в то же время, чтобы обозначить все земли территории, нужны геодезисты. Вот эти две стороны одной медали, наверное, позволят нам очень так плотно или, может быть, конкретно участвовать в этом агентстве стратегических инициатив. Я очень приветствую нашу Людмилу Черевну, что она участвовала в Москве и дает тон данному направлению. Я, грубо говоря, понимаю вот это оси, это собрать достаточно молодых, перспективно молодых ученых, которые могли бы выпечать какие-то узловые, знаковые моменты сегодняшнего дня, где что нужно, надо нам продвинуть. В этом, наверное, задача стратегической инициативы. Мы готовим специалистов по землеустройству кадастра, геодезистов, и как-то предвосхищая события сегодняшние, есть у нас профиль образования. Я вам говорю, студенты знают, у нас был профиль землеустройства кадастра. Чувствуя сегодняшние тенденции территориального развития, территориального планирования, мы даже этот профиль изменили, чтобы вовремя быть нужными в этом направлении. Мы сейчас готовим по профилю кадастра недвижимости и управления территориями. То есть мы думаем, что мы сделаем правильные шаги. Недавно был Хурал, в котором мы разбирали вопросы, в частности, справедливой России, там участвовал, говорили о территориальном развитии. Видимо, настало время в
территориальное развитие. И настало время, наверное, подумать о развитии города, как мелочированно. Есть тенденция урбанизации. Мы его никуда не денем. Будет в городах очень большое скопление людей, народа. И как территории города распланировать в будущем и так далее. Конечно, наверное, это вопрос будет обсуждаться и на площадке в агентстве стратегических инициатив. Наши студенты в этом плане, многие пишут, сообщения делают, 4-й курс сидит тут. Очень интересное сообщение. Говоря об экологии города, мы должны понять, что Улан-Удэ входит в десятку самых загрязненных городов. Это очень плохо. Город наш небольшой, по ранге это средний город, который до 400 чуть более по градации городов. И в то же время мы находимся в десятке самых загрязненных. Там еще идет Кусинозерск. Конечно, наша кафедра ведет направление по землеустройству. Это и понятное направление называется. Но в то же время, конечно, мы ведем работу по территориальному планированию, как развиваться город и так далее. Если так очень вкратце. Я не думаю, что среди студентов и вас, уважаемые люди, я буду рассказывать состояние города. Вы все это в курсе. Но проблема города остается сегодня самым значимым. Ведь мы живем здесь, в этом городе. Я бы мог рассказать, почему наш город стал таким неблагоприятным в экологическом плане. Это уже другой вопрос. Сегодня речь идет об инициативной группе создания вот этой площадки, в частности, по развитию города нашего. Я считаю, как заведующий, как выпускающий кафедры, этот вопрос на сегодняшний день очень актуален. Только потому, я повторюсь, город будет увеличиваться. Город не будет расширяться, он будет расти вверх. Это в экономическом плане. Но тогда встает еще острее вопрос, как мы будем жить, как будет город развиваться, территория города, как будет развиваться, в какую сторону в экологическом плане идти. Наверное, это и будет решаться в инициативной группе. Спасибо, Валерий Никитич, за ваше видение, описание возможностей кафедры земельного кадастра. Наша кафедра, она входит в структуру очень большого факультета биологии, географии и землепользования. Очень много направлений реализуется на нашем факультете. И я бы хотела предоставить слово, рассказать немножко о возможностях нашего факультета кандидату биологических наук, доценту, декану факультета Пыжиковой Евгении Михайловне. Спасибо, Людмила Чировна. Значит, что касается такого актуальнейшего на сегодняшний момент направления, да, начнем с этого и потом постепенно перейдем в сторону нашего факультета. Конечно же, сейчас идет тенденция к тому, что экология города привлекает все больше и больше внимания со стороны разных ученых. Да? Если посмотрим на Европу, то сейчас там очень актуальным идет направление по изучению города как экосистемы. То есть ландшафтная экология, экосистемная экология, вот в плане разграничения города, в плане того, что человек это тоже является частью экосистемы, пусть и городской экосистемы. Да? Поэтому вот эти исследования показывают, что мы с этой точки зрения еще городскую среду не рассматривали. Да? То есть у нас тоже есть свои особенности. Ну так вот, если использовать наш факультет, как модно сейчас выражается агентство стратегических исследований, что в каждом конкретном месте мы можем создать определенную точку кипения. Так вот, если эта точка кипения возникнет как раз на территории нашего факультета, это будет иметь положительные моменты для всех. Для преподавателей
это новая форма работы со студентами, новая форма работы с администрацией там, города, да, с волонтерами, с активными гражданами нашего города. Да. С точки зрения науки это тоже совершенно новое, потому что этим вот, академически, фундаментально не занимался, ну, я думаю, в ближайшем даже нашем региональном окружении никто этим не занимался вот, с точки зрения фундаментальной науки. Да? И положительные моменты будут, конечно же, для администрации нашего города, потому что это еще один взгляд на те перспективы, на те проблемы, которые возникают перед каждым из нас, как жители данного города, да? Что студенты, может быть, временно или постоянно находящиеся здесь на территории города. Это все касается вот нашей как раз городской среды. На сегодня у нас на факультете обучается более 300 студентов, да, по вот 4 направлениям. 2 направления Валерий Никитич уже озвучил, кроме них есть еще география, геоэкология, да, и направление общей биологии. Я думаю, все эти специальности будут заинтересованы в том, чтобы рассматривать городскую среду с различных точек зрения, скажем так. Да? Ну, что хочется сказать, что более 40 преподавателей, которые работают на нашем факультете, тоже активно, думаю, включатся, потому что в последнее время наблюдается такая картина, что на информацию нужно реагировать очень быстро. И буквально ежесекундно нужно реагировать на информацию, иначе она устаревает. Все вы это прекрасно понимаете. Сидим в телефоне, чуть-чуть пропустили сообщение ВКонтакте или где-то там в Вайбере, то все это уже информация, все это уже не актуально, буквально в следующий час. Поэтому огромная просьба к тем ребятам, которые присутствуют здесь, да, с факультета, что нужно включаться, нужно помогать старшим коллегам уже, да, если 4-й курс здесь сидит. И, думаю, это одна из возможностей проявить себя как организатора, как ученого, как волонтера и, как, в конце концов, активного гражданина своего города. Ну вот у меня, собственно, все. Спасибо, Елена Михайловна. Я думаю, очень полезно совместить академическую направленность работы в университете по научным исследованиям с общественным запросом. Это у нас сегодня присутствует на круглом столе координатор Центра благоустройства городского развития Общероссийского народного фронта по Республике Бурятия Хорошунов Евгений Валерьевич. Я, наверное, вкратце расскажу. Да. У нас, получается, с 2017 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется такая программа, как формирование комфортная городская среда. Вы все проживаете, большинство, наверняка из вас, из присутствующих, территориально проживают в городе Улан-Удэ, и у нас в последнее время благоустраиваются дворовые территории, да, вот, общественные территории, это скверы, парки, да, вот, те места, которые пользуются спросом. Получается, на базе Общероссийского народного фронта, с момента реализации данного национального проекта, да, вот этой программы, был создан Центр мониторинга благоустройства городской среды. Основным координатором и федеральным спикером является член Центрального штаба Светлана Викторовна Калинина, которая в текущем году посещала с рабочим визитом Республику Бурятию. Получается, мы, да, вот, активисты на местах, да, в регионах, являемся региональными координаторами. В наши должностные обязанности, получается, входит как раз-таки вот мы осуществляем мониторинг, да, реализацию вот этого национального проекта, вот, осуществляем контроль, да, за качеством, да, благоустройства дворовых территорий и общественных территорий. В основном вот в текущем году мы с коллегами очень часто ездили в районы Бурятии. И показывает практика то, что в основном типичные нарушения. Если говорить про дворовые территории в рамках реализации вот этого проекта, нарушения такие, там, технологии укладки асфальта оставляют желать лучшего, да, то есть подрядчик у нас укладывает асфальт тогда, когда он уже остывший, соответственно, он уже плохо схватывается, начинает крошиться, да, вот. Если говорить про общественные территории, там, да, территории для отдыха населения, большинство муниципалитетов не обращают внимания на содержание, на эксплуатацию, то есть вот буквально вот
рейд был, не буду называть район, да, у нас были к нему замечания, да, в части общественной территории, то есть территория, как сказать, не убирается, да, то есть, ну, какая-то вот бесхозяйственность, да, вот муниципалитетов, то есть и мы, как бы Общероссийский народный фронт, когда выявляет вот такие вот нарушения, да, замечания, вот, соответственно, мы направляем запросы в муниципальное образование Республики Бурятии, вот, чтобы они обратили внимание и приняли какие-то меры по устранению. В том числе мы обращаем внимание на финансовую составляющую, да, то есть поскольку это федеральный проект, соответственно, республика получает финансирование, да, с федерального центра, то есть это бюджетные средства. То есть мы, ну, осуществляем как бы контроль и за денежными средствами, да, за то, как рационально и правильно они используются муниципалитетами. Ну, вот вкратце вот так вот. Спасибо, Евгений Валерьевич. Ну, я думаю, будет интересна позиция в отношении работы Агентства стратегических инициатив и представителей исполнительной власти. У нас на круглом столе присутствует представитель аналитического центра администрации и главы Республики Бурятия Хардаев Николай Эрнстович. Валентина, большое спасибо, что вы меня так это. У нас пока еще, в общем, нет аналитического центра. Да? Ну, я являюсь консультантом заместителя председателя правительства, да? Руководителя администрации. Ну, это немножко, как говорится, к вопросу о том, какая у меня должность. На самом деле, то, чем вы сейчас будете заниматься, да, и вот это вот создание проектного офиса, это очень интересная вещь, та, которую мы будем отслеживать постоянно, та, которую мы будем мониторить, будем как-то вам помогать. И в этом плане я только готов как бы со своей стороны поприветствовать создание вот подобного площадки, на которой вы можете ну, как-то вот создать экспертную площадку, создать какую-то, вот вы говорили о создании цифровой площадки, да, ну как бы для нас это очень интересно. Ну, собственно говоря, вот примерно вот в таком контексте мы готовы с вами сотрудничать и работать. Спасибо, Николай Эрнстович. Также у нас сегодня присутствует представитель, да, главный менеджер проектного офиса Борисхалан Сактуевич. Слово ему предоставим. Да, я не Тимур Батович, как это написано. Тимур Батович у нас в командировке, к сожалению, да, в отпуске по рабочим вопросам. Поэтому я давайте коротко расскажу о том, чем мы, собственно, пока что занимаемся, и ну, некое определенное видение, что ли, да, дальнейшей концепции нашего развития в рамках, ну, совместно с агентством «Связь инициатив» в рамках проектного офиса. Вообще, первичная задача проектного офиса в рамках БГУ нашего университета – это отбор проектов, да, которые реализуются в рамках БГУ, потом дальнейшая экспертиза проектов. По результатам экспертизы мы выносим решение о том, поддерживать проект, либо не поддерживать. И в дальнейшем мы берем проект, который мы взяли, поддержали, мы берем их на сопровождение. Сопровождение что себя заключает? Это в первую очередь некая методическая помощь, ну, в плане компоновки проекта, с помощью экспертного совета мониторинг сильных и слабых сторон этого проекта, да, и также помощь в продвижении, снятии там, административных барьеров, снятии в некотором роде даже может быть, финансовой помощи, да, некоторые, если есть такая необходимость. И в дальнейшем мы отслеживаем, да, показатели этих результатов деятельности команды проекта. Вот у нас 17 числа планируется проведение экспертизы тех проектов, которые были поданы, вообще заявлены с процессе в ГУ и были поданы буквально в октябре месяце на оценку. Вот. Это основная деятельность проектного офиса. Ну, а также с позиции агентства «Связь инициатив» мы будем очень рады взаимодействовать также с кандидатами и, надеюсь, дальнейшими общественными представителями агентства «Связь инициатив», да, у нас в республике. Провели уже ряд мероприятий, которые связаны с этим. Это мероприятия и только по вопросам вовлечения граждан, да, в общественную экспертизу, по мероприятиям нашим локальным, ну, которые также направлены, да, на развитие экосистемы агентства «Связь инициатив» и вовлечение вообще республики Бурятия, да, вот в такую глобальную, ну, тенденцию, что ли, тиражирования агентства на регионы. Поэтому, уважаемые присутствующие коллеги, мы будем
сопроектного офиса. Считаю, что мы будем рады любому взаимодействию, любой инициативе. И в рамках ГУ стараемся всячески поддержать, наверное, и оказать посильную помощь реализации данных идей. Спасибо. Спасибо, Быхан Сактович. Ну, как бы 18 ноября текущего года состоялась очень интересная экспертная сессия в рамках работы проектного офиса, посвященная вовлечению граждан, населения в обсуждение проектов территориального развития в целом. Выступал известный архитектор Илья Токарев, куратор как бы, ряда направлений по городскому развитию, агентство стратегических инициатив. И было очень интересно послушать, в том числе вот в рамках этой проектной сессии, мнение наших студентов. Студенты оказались очень активны, предлагали разнообразные идеи. Ну, понятное дело, что как бы, возможно, где-то не хватает компетенции, там, жизненного опыта, но тем не менее отрадно желание участвовать, да, в улучшении жизни города. И у нас как бы, вот в этом плане на кафедре в том числе тоже ведется активная работа. На кафедре создан кружок юного геодезиста, который руководит Мархаев Дарма Бимбач, старший преподаватель нашей кафедры. Слово предоставляется ему. Здравствуйте, уважаемые участники. На нашей кафедре, значит, есть кружок геодезиста. Могут участвовать студенты со второго курса. Кроме теоретических знаний, мы на практике уже на реальных, скажем, таких объектах проводим различные съемки для проектирования, там и других, значит, инженерных задач. Поэтому наши студенты после окончания уже, в принципе, ознакомившись с различными приборами, компьютерными программами, могут уже смело пойти к работодателю и уже говорить, что я умею пользоваться такими-то приборами, такими программами, создавать такие-то цифровые модели местности. Да? Ну, понятное дело, что геодезия очень такая важная наука для проектирования, особенно в городской среде у нас туда, вот мы говорите о как бы устройство, да, нашего города. Как я заметил, даже у меня знакомые строители есть, бывает, что они делают придомовые территории, там асфальтируют, бордюр устанавливают, да, стоки и так далее. Но посмотрев, им сказали, вот, нарисовали на каком-то планчике чертеж, так сделайте, и они вот буквально так и делают, как там есть. Да, там, то есть такого полноценного проекта не существует, топографическая съемка не была сделана. И, соответственно, не все жители, например, согласны вот с такой вот этой планировкой, скажем, этого дорожного полотна, там, тротуаров и так далее. Да? То есть даже у меня во дворе, буквально, пока меня не было, я в командировке был, уже они успели положить асфальт, и бордюры сделали как-то не так, маленько, неудобно для, скажем, жителей, которые имеют автомобильный транспорт. Поэтому тоже рекомендуется, значит, в этом случае проводить топографические съемки, чтобы знать перепады высот, где какие ямы образуются вследствие дождей, чтобы лужи не накапливались. Да, у нас на дороге, вы все видите, да, у нас дороги строятся, как я замечаю, да, даже новые трассы положены, но у них там нет нормального водоотведения, да, там канализационных каких-то коллекторов и так далее. То есть мы со студентами нашего кружка все это изучаем, делаем эти съемки, чтобы на основании наших работ можно было спроектировать нормальную, комфортную городскую среду, и не только для жителей, и вообще для... Не только для галочки. Да. Поэтому мы тоже ищем поддержки в виде там материальных таких каких приборов различных, там, компьютерных программ, которые необходимы для современного геодезиста, который мог бы это сделать намного быстрее и решать такие вот очень важные инженерные задачи. Спасибо. Я думаю, в целом о вовлеченности студентов и в общественную работу, и успеваемости нам более подробно может рассказать заместитель декана факультета биологии, географии и землепользования, старший преподаватель кафедры земельного кадастра и землепользования Аюрова Аюна Жалсана. Здравствуйте. А что бы хотелось отметить здесь? То есть почему мы сейчас ищем
точки взаимодействия с молодежью, со студентами. Да? Во-первых, это новый взгляд на проблему, то есть всегда, когда новые коллеги приходят, у них всегда какая-то своя точка зрения есть. И во-вторых, это у нас, конечно же, будущие фактически наши коллеги. То есть это вот без 5 минут, скажем так, мои четвертокурсники, это уже выпускники вузов, да, сегодня-завтра они уже устроятся на работу, и, возможно, вот те идеи, те проблемы, которые мы здесь с вами обсудим, наработаем и так далее, они смогут уже вынести, да, соответственно, на другой уровень, и там уже отрабатывать какие-то проблемы. На своих дисциплинах, в частности, да, вот я преподаю студентам такие дисциплины, как основа градостроительства и планировки территории, инженерное обустройство территории, госрегистрация, учет земли и недвижимости. То есть у нас идет такая некая состыковка вот этой практической части реализации проектов и теоретической. Мы, когда создаем проекты на своих дисциплинах, мы за основу берем стандарты, мы берем ГОСТы, СНИПы и так далее. Когда мы прописываем, да, что у нас в проекте должно быть, к примеру, норма озеленения там, 12 квадратных метров на человека, когда мы пытаемся все это вынести уже на проект, у нас вот этот дисбаланс получается в голове человека. Вот почему, если у нас норматив такой, почему тогда у нас в городе этот норматив, то есть он налицо у нас не выдерживается. Да? То же самое касается вот инженерного обустройства территории. Есть определенный норматив, допустим, по уклону территории. Да? То же самое, мы разрабатываем проект, считаем уклоны, мы видим, как должно быть теоретически, выходим на улицу, к сожалению, практически, не всегда и не везде у нас вот этот момент выдерживается. Да? И то есть поэтому, когда мы привлекаем с вами студентов, да, когда мы работаем во взаимодействии, у нас есть возможность как раз-таки взглянуть вот на эту составляющую, когда мы видим теорию, и вот ее как-то попытаться уже на практике применять уже на существующей, на застроенной территории. Да, вот такие моменты. И хотелось бы, конечно же, привлечь к таким проектам не только студентов наших кафедр, но и студентов наших смежных кафедр. То есть там тоже есть возможность использовать знания студентов-специалистов, биологов. Да? То есть когда мы с вами занимаемся тем же самым озеленением, это благоустройство территории, почему у нас в городе высаживается определенный сорт деревьев. Да, то есть тополя, у нас растут тополя, которые ежегодно у нас в июле, да, все страдают от аллергии и так далее. Изначально не согласованы какие-то такие моменты. Да? Есть специалисты, которые могут показать, могут рассчитать, что нужно садить, в каких местах это нужно садить. То есть здесь тоже привлечь такие моменты есть возможность. Студенты-географы, да? То есть у нас есть такое понятие, как устойчивое развитие территории. То есть когда мы с вами этот проект встраиваем не только в существующую картину территории, но мы уже на будущее, да, вот рассматриваем, как эта территория будет развиваться в дальнейшем. То есть эти моменты тоже спрогнозировать, смониторить есть возможность. Ну и изучение, конечно же, на сегодняшний день актуальных таких программ, как геоинформационные технологии. На сегодняшний день это фактически единственная возможность, когда мы можем сверху, да, вот со спутников отследить, отмониторить существующее положение сложившейся ситуации. Это и по застройке территории, и по самовольному занятию территории, и те же самые лесные пожары у нас могут, да, есть возможность отмониторить. То есть студенты, если изучают изначально, осваивают эти GIS-технологии, да, вот с применением указанных технологий, тоже проекты можно спокойно развивать, и как именно вот составляющую картографическую можно освоить. Да, вот такие моменты присутствуют. Спасибо, Елена Жалсановна.